Дачный участок или загородный дом стал настоящим спасением, настоящим островком свободы, где можно прогуляться, глотнуть свежего воздуха. Дача – это всегда возможность убежать от городской суеты, уединиться на природе. Дорогие друзья, но вот как обустроить дачный участок? Вот это вопрос. И сегодня мы обо всем этом поговорим с нашей гостьей программы Екатериной Александровной Афанасьевой. Мы у нее в гостях. Екатерина Александровна! Научный сотрудник ботанического сада. Еще раз представлю, Екатерина Александровна Афанасьева. Здравствуйте. Здравствуйте. С чего начинается обустройство любого дачного участка? Начинать надо с планировки. Чтобы дом правильно поставить, чтобы все хозяйские какие-то постройки поставить, после этого только нужно заниматься озеленением. Почему, да? Если мы строим дом, но где-то мы хотим, чтобы у нас сад уже рос, когда строился дом, да, и начинаем уже сажать растения. Но строителям мы же не можем говорить, да, и всегда ограничивать. Не ходите туда, сюда не кладите, сюда нельзя наступать, да, и это очень сложно. Поэтому сначала дом строим до конца, все, фасад, да, потом уже начинается разбивка дорожки, но в первую очередь нужно правильно поставить дом, да, правильно запланировать все мечты, все свои желания туда внести, да, и потом, чтобы все постройки, дом потом не мешал красивому саду и вот именно огородной части. Почему? Потому что если мы поставим дом с южной стороны или же с юго-восточной стороны, да, то мы самую солнечную часть, самое солнце, да, полезное солнце мы закроем. И получится так, что огород, сад стоит на северной части, да, и он будет, тень падать будет на растение. И уже будет нехватка солнца, и уже получается некрасиво. Это вы сказали про дом. А скажите, а сам вообще участок? Вот что нужно учесть перед тем, как сесть вот перед листком бумаги, что мы хотим вот видеть на своем дачном участке? То есть это зависит от количества семьи, от наличия домашних питомцев. Обязательно, да. Тоже правильно подметили, да. Обычно домашних питомцев мы заводим или же собаку, да, уличную, или же, как говорится, домовую, да. И в зависимости от того, да, мы должны поставить вольер или же какую-то огражденную часть, чтобы собакам было место, где вдоволь нагуляться, да, и чтобы он не портил наши посадки. Очень много дачников жалуются, что собака вырыла, собака съела, собака отлежала, да, и чтобы таких претензий, таких нареканий не было, да, нужно это все запланировать и им уделить место, чтобы комфортно было и им, да, питомцам, и хозяевам. Если в семье дети, ну, естественно, любая семья, это, конечно, дети, это потом внуки, какую именно часть участка нужно выделить детям? Детям, да, желательно, чтобы это был, если у вас маленькие дети, да, чтобы именно часть, допустим, или песочница, или бассейн, да, чтобы он был в просмотре, чтобы с чем-то занимаясь, да, или по дому, или где-то в беседке, да, чтобы он был в видимой части, да, чтобы мы посмотрели, занимаясь одним глазком, наблюдали за ребенком, да, и получается то же самое солнечное, самое яркое место, и она должна быть безопасная, да, чтобы немножко было более укромном месте, да. Получается, это не фасад, это не перед, а где-то уже глубь участка. Многие покупают дачный участок, а потом вот пожили там год-два, дом построили, а потом раз и говорят: ой, а мы хотели бы завести курочек или свинью,
ну или там еще какую-то живность? В этом случае, да, можно как-то хозяйственную часть, допустим, все запланировали, да, поставили, на зоны разбили, в зависимости от членов семьи, по их предпочтениям, да, мы разбили, и какую-то часть мы все равно отводим на хозяйскую зону, да, где туалет, где вот инвентарь лежит, да, где вот контейнер для хранения каких-то вещей, да, и можно какую-то часть оставить для живности, да, какую-то маленькую домик поставить. И получается вот эта хозяйская часть, она в одном углу. Да? В одном углу у нас будет плодово-ягодная часть, можно туда смородины какие-то, плодовые, ягодные посадить, да? Кустарники Кустарники, да. Потом в какой-то части мы уже разбиваем самой солнечной части, да, где солнца много, где южная часть мы уже ставим огород, потому что декоративная часть, декоративная зона, да, это те же декоративные растения, декоративные деревья, они будут не менее требовательны, чем огород. Но если сравнить, какая зона самая востребованная, да, вернее, нуждается в солнце, это у нас будет огород. Получается, теплица, это грядки, и мы предпочтительно их ставим в южной части. Дорогие друзья, обустройство любого дачного участка начинается с планирования, как только что нам рассказала Екатерина Александровна. В этом плане самую важную часть занимает дом. Когда начнется строительство дома, вернее, еще до строительства дома, необходимо запланировать таким образом свою стройку, чтобы не нарушать всевозможные санпины, СНИПы, противопожарную безопасность. Все это можно узнать, проконсультироваться у специалистов. В противном случае, если не будут учтены все вот эти нормы санпиновские и противопожарные, застройщикам грозят штрафы вплоть до демонтажа дома. Конечно, естественно, этого никто не хочет в будущем. Все хотят, если уж вкладываться, только это нужно вкладываться с умом, нужно отдать все силы и очень много проштудировать литературы, узнать очень много информации. Екатерина Александровна, ну вот смотрите, мы распланировали дом, где у нас будет стоять, где у нас будет огород расположен, где будет детская часть, уголок, да, где будут разбиты цветники. Ну а дальше что? Дальше, да? Допустим, у вас такой вот бурьян, вот такая на трава. Участке. Да, на участке многолетняя вот трава лежит, да, и что делать? Да, в первую очередь мы должны его скосить. Минимум осенью и весной все перепахать трактором. Не маленьким сентай трактором, да, а большим вот этим с плугом все это перепахать. Всю поле, да, под огород, под цветник, да, потому что мы, когда сажаем картошку, тогда все перепахиваем, да, вот эти все многолетние сорняки, они постепенно уходят. Все люди боятся от этого пырей ползучий. Боятся пырей ползучего, да, но пырей ползучий — это самое милое дело, которое можно избавиться картошкой. Вот это и есть пырей ползучий, да, но вот это то, что скошено, да, мы его не выкидываем. Это очень хороший материал для теплой грядки. Мы пришли, у нас земли как таковой нету, да, можем с огородной земли брать, да, но можем еще вот эту траву, вот этот пырей ползучий, да, все скосить, компостную, да, вот это все скосить и положить в грядку на дно, чтобы это у нас была теплая грядка. Мы тоже посмотрим, да. И это очень хороший материал биологический, который потом со временем перепреет, да, и превратится в почву. Очень хороший землю, да, которую можно использовать. Здесь то же самое было, да. Вот второй год сидит картошка. Видите, уже пырея ползучего нет. Да, в первую очередь сажаем картошку. Картошка, она еще полезна тем, что, да, когда мы все равно за ней ухаживаем, мы ее тяпаем, да, окучиваем, и все равно сорняки мы удаляем. И получается, за 2-3 лета можем весь наш участок убрать, удалить от пырея ползучего. Да, и можно еще обогатить ее этими веществами питательными, да, почву, сидираты.
все сидираты, и на сидиратах, да, очень активизируется биологическая флора почвы. Это и есть вот этот сидират, Да, да? это сидираты, это Мгм. горчица сидит, Мгм. да, очень хорошая культура. Да, я ее посеяла в середине лета перед дождями. Вот дождь пошел, да, и вот они взошли, и они будут расти у меня до осени. До осени, да. А осенью мы тоже это поле еще раз перепахаем, и вот эти все сидираты, да, они должны вместе, мы их отдельно не убираем, просто мы их должны перепахать, и чтобы они были в земле. Мгм. Да. А какова их роль, вот этих сидиратов? Вот эти сидираты, они у нас будут расти, они, я еще вам покажу, да, они более высокие, да, и вот эти сидираты, они накапливают питательные вещества, да, и потом они вот эти органику всю, это все же органика, да, это растение, вся органика, она перейдет в землю, да, и этой органикой очень хорошо питается биологическая микрофлора, которая будет обогащаться, да. Вы так говорите, микрофлора, это кто такие? Червячки, да? Нет, это бактерии, это микроорганизмы, которых мы не видим, да. С червячками я как таковой не работаю, но в принципе люди тоже, другие дачники тоже работают, да, но червячков нужно, если это калифорнийские черви, да, то их нужно где-то в теплом месте на зиму хранить, да, тоже их кормить, их некоторые держат у себя дома, да, или же в хозяйских постройках. Хотон. И у них роль какая? Они тоже каким-то образом оздоравливают почву? Они, получается, вот твердую органику, да, они все, калифорнийские черви, они пропускают через себя, и они вот эту твердую органику переводят именно в ту форму, которую усваивает растение. Они делают их более усваиваемыми, да. А вот это сидираты, да, сидираты это нежные растения, да, они все равно, даже если они будут метровой высоты, это нежные растения, которые в почве, это однолетники, да, во-первых, они очень хорошо перегнивают, да, и на следующий сезон почва, во-первых, обогащается и минеральными веществами, да, и самое главное полезным азотом, именно легко усвояемым азотом. За наше короткое северное лето возможно ли посеять вот эти сидираты несколько раз или только один раз за лето? Обычно мы сеем рано весной, это конец апреля, да, когда мы в теплицу только вот вошли, да, только начинаем работать, обработали теплицу, да, обычно серной шашкой обработаем от вредителей, от каких-то перезимовавших личинок, каких-то куколок, да. Потом мы после проветривания уже начинаем уже сеять сидираты. Сеем сидираты, и где-то к середине мая или в конце мая, да, когда мы уже должны уже посадить наши растения, да, мы уже можем их какую-то часть оставить, какую-то часть уже перекопать и туда посадить нашу рассаду, да. Те же помидоры можем посадить, те же перцы, огурцы, то, что мы выращиваем в теплице, да, арбуз, дыни, то, что вы хотите, да. В принципе, то же самое можно было бы сделать и на грядках, картофельном поле, да, но сроки очень ограничены, да, получается, нужно их посеять, а потом накрыть пленкой, чтобы они быстрее проросли, чтобы они быстрее развились, и к моменту посева в основном сидираты мы сеем, где выращивают культуры более поздней посадки, допустим, помидоры уличные, кабачки, да, или какую-то культуру, да, а под морковку, под какие-то более ранние посевы, да, мы уже сидираты уже не можем посеять. Это не только в теплице мы можем сидираты посадить, но и, как вы сказали, на картофельном поле. На картофельном поле, да, обычно иногда делают таким образом, да, картофельное поле, если хотят подпитать, да, можно картофельное поле, допустим, разделить на 3 части, да, на 2 части посадить картошку, на одну часть посадить сидираты. И мы ее обогащаем органикой, да, азотом, и сравнивают, да, по химсоставу, она примерно равна внесению навоза.
несению перегноя. Да, и если брать ее финансовой части, да, то она выйдет намного дешевле. Дешевле, чем балбахи покупать. Да, конечно. И эти сидираты сидят все лето или как? Можно все лето. Получается, вот эта 1/3 часть огорода, она отдыхает. Это севооборот. После сидиратов земля, она еще освобождается от каких-то болезней, каких-то вредителей. Да? Посоветовали, что сидираты могут отгонять проволочников. Вот я проверяю, здесь очень много проволочников у меня. То есть оздоравливается? Да, оздоравливается. Да? И получается, через 3 года мы можем потихонечку, да, свое вот картофельное поле, Все поле. да, Оздоровить. да, и можно ее вот чередовать, да, получается, копать по частям, потому что если мы все поле посеем сидиратами, да, то мы уже лишимся урожая. Да, поэтому можно частями вот так поэтапно и обогащать азотными, да, и еще обогащать богатой микрофлорой, и тем самым еще оздоровлять почву. Какие виды сидиратов вы можете посоветовать нашим телезрителям? Ведь это не только горчица, еще какие-то. Очень много сидиратов, да, какие есть у нас в наличии в магазинах, да, вот эти можно и сеять. Да, вика есть, фацелия есть, ячмень есть, пшеница, все что угодно, да. Но у меня всегда попадается горчица, она быстро всходит и она неприятная. А схожесть у них тоже у всех разные сроки? Обычно сидираты, они примерно одинаковые, они все 100% схожесть хорошие. Потому что они не залеживаются, да, за прилавками, они очень быстро уходят. Сейчас пора, когда мы собираем урожаи, у вас вот еще картофель сидит. Вот эти сидираты мы можем посадить вот сейчас, в это время? Или это уже поздно? Нет, самое время, да. Примерно сколько нужно сидиратам, чтобы они зашли, чтобы они отросли, да, что для всходов где-то неделю, да, и чтобы все полезные свойства, они, чтобы зеленую массу нарастили, это где-то месяц. Да. Если мы сейчас посеем, да, получается середина августа и весь сентябрь ихний сезон. Для этого им вполне нормально. Будете сеять сидираты, и вы покажете, как это делать? Да, покажем. У меня, оказывается, рапс яровой есть. Вот. Полкило стоит 105 рублей. Ну, в принципе, это недорого. И это, по-моему, хватит засеять весь ваш участок. Да? Нет, его мало, он не хватит. Да? Можно чуть погуще сделать. Покажу. Для того, чтобы посеять сидираты, да, не обязательно землю перепахивать. Просто чуть-чуть. Полкилограмма здесь. Меньше там я еще использовала. Но вы уже использовали. Ага. Вот, разровняли немножко, да, чтобы она ровненькая была. Да, допустим, у вас все поле, да. Теперь встаем в позу кого? Пахаря, сеятеля. И как мы берем? Мы берем и простенько все посеяли. То есть никаких бороздок, ничего не нужно там? Нет. Поливать при этом не нужно вот перед... Я очень надеюсь на природу. Да, что будет дождик. Вообще, если дождя нет, то нужно полить? То нужно полить. После того, как вы посеяли? Да, и мы немножко их должны заделать, чтобы какая-то часть, она уходила в землю, да, чтобы наши птички все не съели. А вот так, чуть-чуть. То можно вот так, да, так. То есть глубоко слишком, не нужно там закапывать на 3 сантиметра. Вот чуть-чуть вот так сделали, да, то, что вот... И через 3 дня примерно пойдут они уже начинают уже сходить. И я говорю, когда через 3 дня уже появляются корешки. А через неделю уже появляется вот эта вся сама зелень. Вот эти сидираты, то, что вот вы сейчас посеяли, еще раз, что они дадут нашей почве? Во-первых, азот органику дают, потому что это уже зеленая масса. Потом они вот питают микрофлору, микрофлора размножается, да, и они еще очень много полезных микроэлементов имеют, да. Из почвы они делают их более усвояемыми, получается, они набирают в себе растения, да, а потом они разлагаются. Когда они отросли, да, осенью мы можем их перекопать и туда в землю заделать. Вообще это дело делается, конечно, с помощью косы.
Мотокосой Ну, это допустим так, мы просто для примера сейчас хотим, вот немножко мы набрали этого сена, это у нас пырей ползучий. все что угодно, да, Мгм. любая органика, которая... Любые некультурные растения, так скажем. Можно да? даже культурные. культурные? Любая органика, она может идти на дно теплой грядки. А теплая грядка мне очень понравилась, да, во-первых, не разрешается сжигать мусор, да, мусор на территории, да, дачи. И это проблема, Ага, кстати. а вот этот мусор куда девать, да? Если мы его в компостную кучу сделаем, он будет у нас лежать очень долго, да? И вот поэтому я решила сделать теплую грядку, да? У меня вот эти грядки высокие, грядки высокие, и у меня здесь сидит, везде сидит. Ой, это второй год делается, да? Вот это, она уже вся оказывается. Превратилась в почву. Да, превратилась в почву. А вот это первый год, смотрите. Вот, видите? Вот это вся у меня, на дно я застилала все вот это органику. Туда подходят и опавшие листья. Давайте вот так. Вот, да, теплая грядка. Вот видите, вот сено все, да, которое мы собрали. Давайте Да. еще доложим. Давайте вот так можно доложить, да. И оно у нас лежит и припревает. Да, а растения мы посадили по лункам. Вот у меня дыни сидят на уличные, да. Вот у меня лунка. Ой, а можно потрогать их? Какие они такие? Это дыньки? Это дыньки. О, Ага. а они еще подрастут? Они еще растут, а им еще рано. Вот получается укрывной материал, пленка, да, мы сделали надрез, да, и прежде чем это все укрыть, мы сюда положили углубление сделали, да, и мы в ямку положили хорошую землю. Хорошую землю, да, чтобы у нас наши растения росли, да. Но естественно. А каково здесь соотношение вот этого вот сена и земли? Сено и земли. Вот на этой Земля грядке. у меня по этим лункам, да, здесь у меня 8 лунок, да, получается, и соотношение где-то ведро, по-моему, хорошей земли, это туда идет и перегнойная, и песок, и дерновая, да, в соотношении. Это у нас дынька сидит, да, и для дыни должна быть перегноя чуть побольше, да. И в основном первое время, да, она питается за счет, корония развивается за счет этой лунки земли, а потом потихонечку они расходятся. Да, все остальное, вот это все сено, потому что когда мы пришли, да, у нас не было возможности столько перегноя, столько земли достать, да, и поэтому мы все это заложили сеном. У нас было сена очень много. Мы здесь живем только 3-й год. Мы 2-й год только огород сделали. 1-й год у нас росла только картошка. Да? И мы это все сделали. И посмотрим там. Вот это у меня 2-й год сидит эта грядка. Да? Она уже полностью перепрела. Превратилась в землю. Да. Таким макаром можно сажать бахчевый. Это очень хорошая отзывчивая культура. Здесь можно кабачки, тыкву, дыню, да, таким макаром сеять. И правда, для дыньки земли, видимо, недостаточно, да, но результат есть, да, мячики есть. Вот представляете? Сено. Здесь одно сено, а земли здесь совсем мало. И то есть получается, что земля только под плодами. Вот земля, Угу. вот так лунка. Вот так лунка, да, вот так земля. И вот это сено, оно превратится в землю когда? На следующий год уже? Через 2 года только. Мы сейчас посмотрим, да, эта грядка у меня почти 2-й год сидит. Я немножко там подкопала. Я хотела найти траву, оказалось, травы уже практически нет. Вот эта грядка, здесь было тоже сено, и оно превратилось в землю. Вот это, здесь еще я ложила еще конский навоз. Ну, прям вот настоящее. Вот видите, И здесь у очень вас хорошо. сидят помидорчики. У меня помидорчики сидят, вон там еще покопаемся, может там. А скоро заморозки, вы не хотите их снять? А скоро снимем. Ага. Мгм. Но здесь тоже здорово, практически этого нету. Здесь я ложила конский навоз еще, да. Здесь Мгм. конский навоз и Но мне просто не подобраться, но очень интересно заглянуть. вот показываю. Здорово. Да, очень хорошо. Прям. Получается, помидоры мы сажаем на 2-й год. 1-й год сажаем бахчевые,
Это у нас кабачок и другие культуры, сопутствующие культуры, да, а потом уже можно перцы сажать, можно помидоры, можно морковку, да, и земля очень хорошая, или можно вообще эту землю куда-то использовать. Bum 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 bum